В начале недели в школе номер 148 города Москвы прошла 8-я конференция детско-юношеского движения «Дети России против терроризма». В качестве почетных гостей на конференции присутствовали герои Советского Союза и России, офицеры и ветераны спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», руководители муниципалитета района Хорошевский, сотрудники постоянного представительства Республики Северная Осетия Алания и члены Совета Московской Осетинской общины. По приглашению руководства школы и самих ребят прибыла делегация из Северной Осетии. В нее вошли дети из Владикавказской школы номер 11 и школы номер 1 города Беслан. Сохранить память о бесланской трагедии и мужестве российских офицеров, объединить молодежь России разных национальностей и вероисповеданий. Такова цель движения «Дети России против терроризма». Террор – это большое зло. Вся беда в том, что победить его очень тяжело. Вот то, что вы сделали, это большое дело. Но террор победить можно тогда, когда все государства мира объединят свои усилия в этой борьбе. Идея создания движения зародилась сразу же после трагических событий в Беслане, как ответ на беспрецедентный по своей жестокости теракт. Инициатором выступила директор школы, замечательная моторная женщина, как ее называют любя, Екатерина Александровна Елесина. Ее поддержали не только ученики и педагоги, но и общественно-политические деятели, депутаты, руководители отрядов «Альфа» и «Вымпел». Сначала все проходило в рамках одной школы. Сегодня к движению примкнули и другие школы Москвы и Санкт-Петербурга. Девиз движения «Вместе мы сильнее». Символ – колокольчик с надписью «Дети России против терроризма», колокольчик памяти, скорби и надежды. Все замерли тогда от страшной вести. Трагедия заполнила эфир. Линейка в школе. Террористы. Дети. И содрогнулся от беды огромный мир. Я восхищен такой огромной работе, которая проводится по воспитанию молодежи. Притом проводится на той жизни и геройских бойцов, которые спасали именно детей. Александру Перову пришлось со своей группой спасти около 150 заложников. И я горжусь сыном, что он не струсил, а выполнил поставленную задачу. Они, эти ребята, достойны памяти. Много слов было сказано о мужестве российских офицеров, которые первыми ринулись спасать детей, без прикрытия, без страховки, ценой собственной жизни. Большинство из них было от 23 до 28 лет. Самое главное – это воспитать в наших детях самые лучшие черты качества человека. Вот у меня в руке вот это сердце. Это сердце, выполненное детьми. Это ученики первой школы города Беслана. Олицетворяет оно общее сердце Беслана, в котором до сих пор живут и будут жить вечно эти ребята. Осетинская делегация, в свою очередь, поблагодарила ребят, их наставников и родителей, всех, кто помог нашим детям разделить боль и горечь утраты, тем, кто уже 8 лет не забывает о той страшной трагедии и пытается поддержать ребят из далекой Осетии. В 2004 году нам всем было всего лишь по 8 лет. Мы пошли в 3 класс. Может быть, не было полного осознания действительности, но даже тогда мы понимали, что происходит что-то невероятное. Такого быть не должно. В этих страшных условиях у нас осталась только вера и надежда. Ребята из Осетии пробудут в Москве еще 2 дня. Впереди у них большая культурная программа. Их сверстники из 148-й школы покажут им достопримечательности столицы. Жить они будут в семьях учеников школы. Это поможет ребятам подружиться и получше узнать друг друга. Маленькие люди сделали большой шаг к дружбе, и хочется верить, что она у них продлится на многие годы.